Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузюбая-Герда. На выставке «Мне бы в космос полететь» в биологической космической лаборатории, где вы сможете увидеть перспективных для космонавтики животных. Удивительно, но оказывается, первыми среди животных-космонавтов оказались рыбки. И рыбки используются в космонавтике разные, ну, в том числе вот такие вот маленькие, не требующие какого-то особого пространства, живородящие, карпозубые, гуппи. И они, путешествуя в космосе, были не в аквариуме, а в специальном пакете полиэтиленовом, куда был накачан кислород для того, чтобы обеспечить непродолжительный полет этих рыбок в космос. Но сейчас современные космические лаборатории оснащены аквариумами, в которых производится и фильтрация, и насыщение кислородом воды. И эти рыбки могут находиться в космосе достаточно долгое время. И кроме того, что они служат моделью для исследований изменений, происходящих с живыми обитателями в условиях отсутствия гравитации или слабой гравитации, как влияет она на живые организмы, в том числе и на организмы рыб. Казалось бы, у рыб в водной среде не должны происходить какие-то изменения в организме, ведь они же и так находятся в такой обстановке, когда тело почти невесомо. Но все-таки космическое пространство и водная среда — это среды совершенно разные. И в условиях космической лаборатории у рыб, так же как и у других живых организмов, происходит очень заметное, существенное изменение с опорно-двигательным аппаратом, с системой ориентации в пространстве. И все-таки удивительно, но рыбы находят возможность ориентироваться в пространстве даже при отсутствии гравитации. Ориентируются на источник света, поворачиваются спинкой, которая у них темнее, к источнику света, а светлым брюшком в сторону противоположную источнику света. И есть такие рыбы, которые могут быть использованы и как источник пищевых продуктов. Так что это не только интерес представляет для науки, но и для космонавтов, которые собираются длительное время находиться или в космическом пространстве, или будут осваивать какие-то новые космические миры, где-то какие-то будут станции, какие-то базы в космосе, на каких-то планетах, возможно, на Марсе или на Луне. И там такие животные могут, водные обитатели могут быть использованы как источник пищи. Ну вот, кроме рыбок, в космосе побывали и, наверное, еще много раз побывают хвостатые и бесхвостые земноводные амфибии. Такие подобные амбистомия, аксолотли и, вернее, это и есть аксолотль, личинка амбистома, это и есть личинка аксолотля. Могут быть и тритоны космонавтами, как они, собственно, и были уже, тоже хвостатые земноводные, подобные этой амбистоме. Вот. И первые исследования, которые были проведены в космосе на хвостатых земноводных, они были посвящены способности организмов в условиях слабой гравитации
восстанавливать утраченные части тела, восстанавливать какие-то повреждения. А известно то, что и аксолотли, и тритоны могут восстановить не только какие-то повреждения, подобные тем, которые у нас заживают на нашем теле, но и такие, которые значительно серьезнее для нас. Например, у тритонов и амбистом отрастают утраченные конечности или заметные значительные части хвоста. И эта особенность как раз позволила выяснить, как этот процесс происходит в земных, на Земле у контрольной группы организмов и в космосе экспериментальная группа организмов, у которых одинаково отсутствовали конечности в момент запуска космического аппарата. И в космосе, как выяснилось, эти процессы происходят немножко хуже, чем на Земле. Вообще из опорно-двигательного аппарата, из скелета всех позвоночных вымываются соли, и они становятся мягкими и хуже выполняют функцию опоры и защиты организма. Ну, так же, как и кроветворная тоже роль, она нарушается. Поэтому космонавтам приходится выполнять какие-то особые упражнения на тренажерах, одевать какие-то специальные костюмы, аппараты, которые бы создавали нагрузку на опорно-двигательный аппарат, чтобы компенсировать отсутствие гравитации в космосе. Также использовались для космических полетов и бесхвостые земноводные лягушки, ну, в том числе и шпорцевые лягушки, вот такие подобные этой, африканская шпорцевая лягушка. Также, как и в древние времена, на территории Африки народы Африки использовали их в пищу, также, наверное, с таким же успехом космонавты также смогут воспользоваться этими лягушками в качестве источника пищи. Первыми животными, первыми космонавтами, которые облетели вокруг Луны и вернулись живыми и невредимыми, были черепахи. У нас в нашей лаборатории тоже имеется такое животное, так же, как и другие черепахи. Наша черепашка не требовательна к условиям содержания, не капризничает в выборе пищи, и сама, тоже, как и другие показанные здесь животные, тоже, возможно, будет участвовать в освоении далеких каких-то космических тел, космического пространства нашими космонавтами. Кроме позвоночных, в космосе побывали и различные беспозвоночные животные, в том числе и брюхоногие моллюски, вот подобные этой ахатине фулики. Ахатины прекрасно себя чувствуют в ограниченных пространствах, развиваются и используют разнообразную растительную пищу. И, что очень приятно, они абсолютно лишены каких-либо свойств аллергена. То есть они не вызывают аллергическую реакцию практически ни у кого. И могут люди, которые страдают аллергией, пользоваться этими моллюсками в качестве продукта питания. Но что интересно, то что у улиток, у брюхоногих моллюсков есть аппарат ориентации в пространстве, это вестибулярный аппарат,
своеобразное внутреннее ухо, которое позволяет моллюскам на Земле прекрасно ориентироваться. И он устроен значительно проще, чем вестибулярный аппарат у человека. И именно поэтому улиток отправляли в космос для изучения работы вестибулярного аппарата в условиях слабой гравитации на аппаратах, которые вращаются около Земли, на околоземных орбитах. Также космонавтами были и различные членистоногие животные, в том числе и ракообразные, подобные вот этому пресноводному мраморному раку, родившемуся, вернее, выходцу из Южной Америки. И они также в водной среде обитают, как и наши пресноводные ракообразные. Для того, чтобы содержать нашего узкопалого речного рака, потребуется значительное усилие, а вот для содержания мраморного рака достаточно небольшого водоема в несколько литров. И самой примитивной пищи, даже вот какие-то фрагменты растений водных могут быть длительное время использованы этим раком для пищи. Так что для освоения космоса такое животное тоже очень может быть пригодится не раз еще. Также используются в космонавтике различные тараканы. Как ни удивительно, самые обычные рыжие тараканы, наши домашние непрошенные питомцы, они отправлялись в космос для того, чтобы выяснить, как повлияет пребывание в космическом пространстве, вернее, на борту летательных аппаратов, в условиях или отсутствия гравитации, или ее слабого присутствия, как влияет на их развитие. И, как выяснилось, тараканы размножались в условиях космических лабораторий неплохо, не хуже, чем на Земле, и развитие их шло без каких-либо заметных отклонений от нормы в контрольной группе, которая была на Земле. Но в нашей лаборатории имеются тараканы покрупнее и поперспективнее в качестве источника питания опять-таки на каких-то базах космических. Вот такие южноамериканские тараканы или мадагаскарские шипящие тараканы. Они не требуют каких-то особых условий, какого-то пространства. Вот они, мадагаскарские тараканы, шипящие, прекрасно себя чувствуют в ограниченных пространствах, нетребовательны к пище. Можно несколько недель не заглядывать в этот контейнер, и мало того, что они будут живы, они умудряются еще и нарожать маленьких тараканчиков. Это происходит у них своеобразно, то есть в момент вылупления из яйца, собственно говоря, и откладывается яйцо в тот момент, когда из него вылупляется малыш. То есть получается процесс яйцеживорождения. И маленький тараканчик уже способен с первого мгновения, выйдя из мамы, сразу же приступить к самостоятельной жизни, питаться, двигаться. Интересно то, что эти тараканы, они еще и нуждаются в своих собственных экскрементах, они относятся к группе капрофагов, то есть чтобы им нормально жить,
им не нужно убирать за ними то, что они образуют экскременты, они их используют вторично, съедают и усваивают все, что не усвоилось в первый раз. Во второй раз происходит усвоение, полное усвоение питательных веществ. И если их ограничивать в этом, часто убирать в их контейнере все отходы, то они могут просто с голоду умереть. Это опять-таки очень перспективно для, не то, что они умереть, а то, что они могут использовать экономно продукты питания, например, просто кусок коры грызть или сухие листики, которые ничего не весят. Вот изредка их нужно будет увлажнять. Все-таки для того, чтобы они могли питаться этой пищей, она должна быть слегка влажной. Такие редкие опрыскивания из пульверизатора достаточны для того, чтобы они без каких-либо проблем путешествовали в космосе вместе с людьми, с экипажем, и были использованы и для экспериментов, и как источник пищи. Еще один вид тараканов, самый большой из нашей коллекции вид, это тараканы, называют солидные такие по размеру тараканы, их называют архимандритами, и они родом из Коста-Рики, из костариканских лесов, живут в лесной подстилке тропического леса. И также, как и другие показанные здесь тараканы, они нуждаются в особых условиях для жизни. Также не сбегают, если даже открыть контейнер, то далеко не сразу они его покинут. А если покинут, то, конечно, не смогут причинить какой-то вред в лаборатории, даже если она находится в космосе. Скорее всего, они просто потерявшись где-то на космической станции или на космическом аппарате, просто погибнут. Или выйдут опять-таки туда, где будет что-то съедобное для них. Пускай это будет кусочек моркови, который их привлечет. Так что их найти будет легко, потеряшку, даже если она потерялась в космосе. Нет полной гарантии того, что сами люди, их какие-то устройства, контейнеры с животными не станут носителями таких организмов, которые будут препятствовать нормальному прохождению космического полета. Я имею в виду, конечно, бактерий и каких-то примитивных грибов, которые могут заметно причинить вред заметный и растениям, которые живут в космическом огороде, на космических станциях, на космических базах, и могут причинить вред и аппаратуре, которая выполняет какие-то действия в космосе, какие-то, может быть, это изоляторы какие-нибудь, просто материалы органические, которые могут оказаться пригодными для их жизнедеятельности, как источники их пищи. Как известно, некоторые из обитателей Земли способны находиться не только внутри космического аппарата, который движется в космосе под действием каких-то излучений, даже солнечных излучений, они сохраняют способность жить даже за пределами на внешней стороне обшивки аппарата и могут стать источником заражения новых миров, которые осваивать будет в космосе человек. В общем-то, конечно, это очень неприятный момент, потому что
потому что они могут стать причиной гибели и исчезновения аборигенной жизни на других планетах, до которых доберется человек. Ну и, конечно, среди космонавтов не могли оказаться наши ближайшие родственники, млекопитающие, и в том числе грызуны, также очень удобные для космических экспериментов в космических лабораториях и в качестве, ну, может быть, тоже источника пищи в каких-то новых пространствах вне Земли. Ну вот в нашей космической лаборатории живет джунгарский хомячок по кличке Бу. Что касается полета первого человека в космос, Юрия Гагарина, то его полету предшествовали запуски аппаратов точно таких же, как и тот, на котором полетел Юрий Гагарин. И в этих аппаратах были манекены, так называемые Иваны Иванычи, в таком же точно скафандре, в котором летал Юрий Гагарин в космос. И именно внутри этого манекена располагались разные грызуны, крысы, морские свинки, мыши, которые после того, как оказались в космосе, прекрасно себя там чувствовали и успешно вернулись, находясь в таком скафандре космическом и в космическом корабле, вернулись обратно на Землю успешно. И эти запуски дали возможность, дали уверенность в успехе космического полета, космического аппарата с человеком на борту. Ну вот, все обитатели нашего живого уголка, вы смотрели космическую лабораторию Национального музея, и о ней рассказывал вам сотрудник музея Ночка Александр Дмитриевич. Спасибо за внимание. Надо еще напомнить, что все мы, хотя и не на космическом аппарате, а на Земле, но мы все-таки летим в космосе, и как ни странно, мы хотим того или нет, мы все космонавты, и я хочу на прощание пожелать вам успешного полета, здоровья, счастья. Всего вам доброго.